Я очень надеюсь, что ни у кого нет сомнений, что мы с вами должны знать больше, должны знать много, и никто не может нам перекрыть воздух информационный в этом плане. Именно для этого работает радио Крым Реалии на 648 АМ, средние волны. Подключайтесь туда. Также, если вы пользователь интернета, YouTube и Facebook страницы доступны для вас. Вы можете смотреть видеотрансляции наших эфиров, принимать участие в комментировании этих видеотрансляций. Но чтобы гарантированно попасть и принять участие в нашем эфире, пожалуйста, звоните 8 800 10 06 926. У микрофона Катя Некреча. Я сразу назову тему этой нашей программы: Путин, печенеги и пандемия. Ну, не обходится ни одна наша программа с гостем этой программы Павлом Казариным без Владимира Путина. Как-то так получается, как будто специально к концу недели. Уже последние 20 лет не обходится. Не обходится. С 2000 года. Но мы с тобой это не последние 20 лет в эфире, Паша. Вот, поэтому я про наши эфиры с тобой. Павел Казарин, крымский обозреватель. Приятно познакомиться, вдруг кто не знает. И мы сегодня поговорим о нескольких темах, как обычно. Это такие итоги недели. Ну, я напомню еще раз, да, и, может быть, мы к печенегам не сразу перейдем, а сначала от серьезного, от фактов все-таки хоть от каких-то оттолкнемся. Дело в том, что 8 апреля президент России Владимир Путин на таком совместном совещании, видеоконференции глав российских регионов сделал новое заявление в связи с коронавирусом. И, в общем-то, это было такое не заявление даже, а как бы подбадривание, наверное, в некотором смысле, да. Ну и мы, конечно же, к нему перейдем. Сначала хочется сказать о тех вещах, которые пообещал Владимир Путин российскому народу. Он сказал следующее. Он предложил ввести новые надбавки для медицинских работников, которые работают с пациентами с COVID-19. Врачи должны получить надбавку в 80 тысяч рублей в месяц, это около $1000. Другой медперсонал от 25 до 50 тысяч рублей. Надбавки должны выплачиваться в течение ближайших 3 месяцев, сказал российский президент. И также доплату, по его словам, получат сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией. Это 50 тысяч рублей в месяц. Врачи получат 25 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин. В ходе совещания, в общем-то, Путин пообещал также, что в апреле, в мае, в июне автоматически будут выплачивать пособие по безработице в размере вот примерно 12 тысяч рублей, это около $160, всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. А семьям с детьми также полагается особая помощь. И я тут вспоминаю, что Павел Казарин и в нашем эфире говорил, и в колонке на сайте Крым Реалии писал о том, что Владимир Путин не хочет, чтобы его ассоциировали с этими проблемами вокруг коронавируса, а здесь 8 апреля такие обещания были сделаны. Ну, Владимир Путин хочет не ассоциироваться с негативом. Он хочет ассоциироваться с позитивом, он хочет ассоциироваться, ну, как бы быть в сознании своих сограждан как эдакий проводник порядка в этот мир хаоса. Поэтому как бы все неприятные объявления он оставляет делать премьер-министру страны или там министрам или другим представителям своего окружения, а себе оставляет, ну вот как бы условно говоря, такие ударные репризы, которые должны вызывать прилив народного обожания. Поэтому в этом смысле нет ничего плохого. Ну, то есть в тот момент, когда уже общество смирилось с тем, что есть коронавирус и что он несет угрозы, выходит Владимир Путин и говорит какие-нибудь важные позитивные вещи. Например, мы увеличиваем там надбавки медицинским работникам. А если бы нужно было сказать, что мы, например, объявляем не каникулы, а карантин, что мы усиливаем меры безопасности, что мы увеличиваем штрафы, то будьте уверены, что все вот такие неприятные новости произносил бы не Владимир Путин, а Михаил Мишустин. Вот такое твое мнение. У нас есть еще возможность для наших радиослушателей высказаться. 8 800 10 06 926. Есть телефонный звоночек. Готовы его принять. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь, ваш вопрос или комментарий. Здравствуйте, прекрасная Екатерина Клетти, уважаемый Павел Казарин и все слушатели радио Крым Реалии на 648. Это Александр из соседней России, из Москвы. Вот. Ну, как всегда, повторюсь, не забывайте
давайте время называть, но все-таки, повторюсь, это важно, не чисто как время, а как осуществление вашей страны. А теперь у меня вопрос к Павлу Казарину. Вот смотрите, я больше, конечно, во-первых, по поводу того, что Путин по поводу печенегов сказал. Это притязание на ваши, так скажем, территории. Это такой намек, что как бы вы ни дергались, мы вас все равно вкусаем. И вот в связи с этим у меня два вопроса. Первый вопрос, насколько будет все-таки развиваться тема Крыма, насколько будет ее касаться Зеленский. И второе, вот то, что все-таки я понимаю, что вы радиокремляне, ну, вы спросите, я спрошу про Донбасс, потому что про Донбасс я нигде не могу больше спросить, кроме как в вашем эфире. На ваш взгляд, как будет все развиваться с Донбассом, Павел Казарин? Потому что я ваше мнение всегда слушал, я его уважаю. Ну, там есть некоторые журналисты, которых я уважаю. Это известный ваш, я забыл ему имя, работает тоже на Радио Свобода, и сегодня Нина Соколова, вот кого я слушаю, и вас. И вот мне интересно, какие будут действия вашего президента по поводу Донбасса? Сдастся, не сдастся, пойдет на уступки нашим негодяям, не пойдет? Как все будет? Спасибо, Александр. Благодарю заранее за ответ. Спасибо за ваш звоночек. Я бы печенегов, Паш, отложила, чтобы мы еще рассказали, что это такое, и прослушали, вдруг кто не в курсе. А вот на второй вопрос, если можно, Ну, там, сейчас. собственно, 3 было вопроса. Один касался ремарки про печенегов и половцев, о которых вспоминал Владимир Путин, когда комментировал коронавирус, и раз Катя предлагает отложить это комментирование этой темы, то мы к ней вернемся чуть позже. Спасибо нашему слушателю, что он нам о ней напомнил. Но и 2 других вопроса и комментария, которые вот прозвучали от нашего слушателя, они касались того, что будет делать Зеленский в отношении Крыма и что будет делать Зеленский в отношении Донбасса, если я ничего не путаю. Да. Вы знаете, честно говоря, я не думаю, что сегодня у Киева, к сожалению, есть какая-то сформированная стратегия по отношению к Крыму. Даже прошлая украинская власть, которая была до 2019 года, и которую лично я считаю куда более компетентной и профессиональной, ну, то есть мы по-разному можем оценивать ее коррупционный потенциал, но то, что... И как бы у меня нету иллюзий по поводу того, что коррупция в предыдущей власти была на довольно-таки ощутимом уровне, но она была просто профессиональнее. Просто потому, что там сидели профессиональные администраторы, которые понимали, как устроен бюрократический механизм и на какие кнопки нужно жать для того, чтобы этот бюрократический механизм, условно говоря, двигался. Ну, то есть, я в этом смысле считаю, что любая власть, знаете, это как локомотив. Ты можешь быть хорошим человеком, но если ты не знаешь, на какие кнопки жать в локомотиве, он с места не сдвинется. Также и государственный аппарат. Ты можешь быть прекрасным, хорошим парнем, который умеет смешить народ и который действительно не будет брать взятки, но если ты не понимаешь, на какие кнопки жать, то локомотив государственного управления двигаться не будет. Так вот, даже у предыдущей власти, которая, я повторюсь, была намного профессиональной, такой внятной политики по отношению к Крыму не было. Она сводилась к нескольким вещам. Мы не признаем аннексию, мы поднимаем тему Крыма на второстепенных площадках и по случаю памятных дат. И третий момент, мы не возобновляем подачу воды в Крым, и мы не возобновляем подачу, там, я не знаю, электроэнергии, продуктов питания, железнодорожного сообщения с территории аннексированного полуострова. Вот такое было статус-кво у предыдущего правительства. У нынешней власти, нынешняя власть, она состоит целиком полностью из Зеленского, потому что премьер-министр, там, генпрокурор, там, парламент, они все пришли на имени Зеленского к власти. Если бы не было Зеленского, то их бы власти тоже не оказалось, и поэтому там нет самостоятельных фигур. Ну, знаете, например, это было там в Украине в 2015 году, когда премьер-министр самостоятельная фигура это Арсений Яценюк, и президент самостоятельная фигура это Петр Порошенко. Сейчас такого нет. Вся украинская власть это один Зеленский, коллективный. Так вот, у коллективного Зеленского нет понимания того, что нужно делать с полуостровом. Единственное, что он сейчас пока сделал, это обустроил пункты пропуска на админ-границе между Херсонской областью и территорией полуострова. Так вот,
то, что его чиновники время от времени в разных телеэфирах поднимают вопросы о подаче воды в Крым, я воспринимаю как тестирование почвы. Ну вот, условно говоря, знаете, любому чиновнику и любому политику, и любому режиму, ему важно нащупать границы дозволенного. Ну, то есть он проверяет, а вот это мне разрешают делать? Ага, разрешают. Окей, делаем. А вот так, сюда уже нельзя, да, общество возмущается. Окей, мы вот как бы откатили назад. Так, кстати, поступает и Путин с Европой и с западным миром, когда он проверяет, ага, а мне отравление Скрипалей простят? Ага, простят, санкции не ввели. А попытку переворота на Балканах простят? Ага, простят, санкции не ввели. А что еще? А попытку вмешательства в американские выборы? Ага, здесь начинают бить по рукам. Ну, мы попробуем с другой стороны зайти. Так вот, Зеленский, как мне кажется, он тоже пытается щупать границы допустимого, там, а вот если мы заявим, что воду в Крым будем подавать, как отреагируют? Ага, плохо отреагируют. Ну, давайте отложим, попозже вернемся к этой теме. Но сказать, что у него есть какая-то централизованная такая политика, что он собирается к этой теме как централизованно возвращаться, вот пока у меня такого ощущения нету и поводов сомневаться в том, что... Ну, то есть, пока такого ощущения нет. По поводу... Это первый вопрос. По поводу Донбасса. По Донбассу все и легче, и проще, и сложнее. Дело в том, что Зеленский, он дилетант, мы должны это понимать. Он действительно дилетант. Он человек, который не разбирается в том, как устроена вся сложность международной политики. В этом смысле, и тут ничего оскорбительного нет. Ну, действительно, Зеленский – это тот человек, который, там, скажем, до... второй половины 2018 года политика интересовался только в том смысле, как бы кого из политиков обсмеять. И до середины 2018 года его политические взгляды были стране неинтересны, потому что кому интересны взгляды эстрадного артиста. И в этом смысле я думаю, что он сегодня очень часто делает заявления, и его окружение, знаете, которые создают ощущение, что я на машине времени опять вернулся в 15 или 16 год. То есть вот в Украине было пространство общественной дискуссии на протяжении 5-6 лет о том, на каких правилах нельзя возвращать в Украину Донбасс, почему нельзя ей соглашаться на российские сценарии, чем опасен кремлевский вариант урегулирования вопросов на Донбассе, почему национальный суверенитет важнее, чем территории, и почему нельзя территории обменивать на суверенитет. То есть Москва как говорит? Как рассуждает Москва? В 2014 году мы отобрали у Украины часть ее территории, взамен Украина приобрела суверенитет. Независимость от нас начала двигаться в Европу, рубить концы с европейским, с имперским своим прошлым и так далее. Так давайте ей часть территории вернем, а она в обмен нам вернет часть своего суверенитета. Такой 14 год наоборот. Крым мы ей не отдадим, а Донбасс снова обменяем на украинский суверенитет. Так вот, это катастрофический путь, и по нему идти не надо. Это все понимают, все здравомыслящие политики, но у меня нет ощущения, что это до конца понимают в офисе президента. Тем более Зеленский, как я понимаю, где-то внутри догадывается, что его компетенции, его знаний, его умений недостаточно, что он дилетант, что он не профессионал, что он человек, который оказался за рулем этого локомотива и не очень понимает, на какие кнопки ему жать. И он многие сферы наверняка отдает на аутсорс. Вот, например, тему Донбасса он отдал главе своего офиса президента Андрею Ермаку. Типа, Андрей, занимайся, вот, урегулируй. А Андрей ему говорит, ну, типа, Володь, не переживай, все сделаем, все, движемся в правильном направлении. И он, наверное, эту тему отдал на аутсорс своему главе администрации, а как в Украине сейчас это звучит, главе офиса президента. И думает, что вот все, как бы он от головной боли избавился. Но компетенция Андрея Ермака и, собственно, его финальная задача очень у многих вызывает в Украине вопросы. Либо он в каких-то вещах делает глупости, либо он в каких-то вещах делает подлости. Либо он работает по российскому сценарию сознательно, либо он считает себя человеком, который способен русских обмануть, завести в ловушку и оставить с носом. Но только почему офису президента и Владимиру Зеленскому кажется, что русские не видят вот этих украинских двухходовочек. В общем, на самом деле, я думаю, что с темой Донбасса будет все грустнее, потому что либо Киев одумается и поймет, что по российскому сценарию идти на мирное соглашение по Донбассу нельзя, либо они пойдут по российскому сценарию на мирное соглашение на Донбассе, но тогда получат гражданское неповиновение в самом центре украинской столицы.
Павел Казарин, крымский обозреватель, в нашей студии, назвал несколько имен, в том числе Владимира Зеленского, Андрея Ермака. Нужно сказать, что мы очень часто приглашаем в нашу студию представителей власти, и очень хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали о своей точке зрения в эфире радио Крым Реалии, поэтому добро пожаловать. У нас есть еще один звоночек, давайте выслушаем человека, 8 800 10 06 926, если вы тоже хотите к нам дозвониться, а вы уже в эфире, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. Мое почтение, господа. Катя, вы сама разговариваете? Да, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Спасибо. Вот, Катя, я уже человек уже давно не молодой, и его слушаю вас, я частенько не могу понять вашей логики. Вот, может, вы мне разъясните такие два момента. Вот почему, первый момент, почему ваше радио, это филиал Американской радио Свободы, базируется в Киеве, постоянно заявляет, что оно самое крымское радио. Это первый момент. Второй момент. Почему господин Казарин, по сути, является рядовым журналистом, заурядным журналистом, с точки зрения общественной политического значения, он ничто. И он с такой легкостью и с таким опломбом обсуждает действия президента России, президента великой страны. Спасибо за ответ. Давайте поделим, Катя. Вы про первый вопрос, я на второй. Я немножко тоже ко второму добавлю. Нет, второй не нужно. Спасибо за звоночек, за ваше мнение. 8 800 10 06 926. Вы видите, мы открыты к эфиру. Как часто вы можете дозвониться на другие крымские радиостанции? Мы находимся в Киеве, но не по своей воле и не по своей вине, кстати говоря, а только потому, что журналист Крым Реалии – это просто красная тряпка для российской власти в Крыму. И вы, наверное же, раз вы слушаете все наши эфиры, знаете прекрасно о тех журналистах, которые российская власть годами преследовала, как Николай Семена, об обысках, которые происходили, в том числе и у журналистов Крым Реалии. И, в общем-то, наше присутствие в Крыму просто невозможно и очень нежелательно. Поэтому мы базируемся в Киеве. Здесь у нас есть свобода слова, возможность свободно выражаться, приглашать к эфиру разных гостей, делиться с вами разными точками зрения и, главное, давать вам всю информацию о том, что происходит в Крыму, а не избирательно подходить к этой информации. Мы не можем взять только что-то одно в эфир и не дать другое. Не можем, нас никто не заставляет давать в эфир только то, что выгодно какой-то власти. Да, мы являемся абсолютно независимыми журналистами. И это большой наш плюс. Теперь про Павла Казарина. Один из трех журналистов, который... Давай про заурядность. Я попрошу... Нет. Ты понимаешь, о чем я хочу сказать? Катя, я понимаю, это не прозвучит в этом эфире. Да. Я хотел бы я бы хотел поговорить с нашим слушателем, который дозвонился к нам в студию. На самом деле, в этом мире все заурядные, и человек, который находится во главе российского государства, он в этом смысле ничем не отличается от слушателя, который нам дозвонился в эфир. И с точки зрения объема гражданских прав у нашего слушателя, который дозвонился к нам в эфир, он точно так же от гражданина Российской Федерации Владимира Путина, у него отличий 0,0. И просто нашему слушателю пора бы запомнить, что он величина абсолютно равная, патриарху Кириллу, российскому президенту Михаилу Мишустину, мне и кому бы то ни было еще. Если наш слушатель полагает, что он живет в монархии, в которой, условно говоря, есть некий небожитель, который который вне критики, как жена Цезаря, вне подозрений, то... Мне очень жаль нашего слушателя. Я просто хочу напомнить, если у вас есть такое монархическое мышление, и вы считаете, что какой-то чиновник, чем выше его должность, чем выше он находится в иерархической вертикали, тем, соответственно, он более защищен от любого комментирования, от любой критики, то я просто хочу напомнить, что ситуация ровно наоборот. Чем выше какой-то чиновник забирается по иерархической вертикали, тем более он должен быть уязвим перед публичной критикой, перед публичным оцениванием, перед публичным выражением несогласия, потому что если вы, уважаемый наш слушатель, я или какой-нибудь любой другой рядовой обыватель не будут, соответственно, критиковать действия власть придержащих, тем более власть придержащая будет оторваны от действительности. Поэтому вы абсолютно правы, мы с вами абсолютно рядовые люди. Но именно это подчеркивает наше право критиковать
любого человека, который облечен большим объемом должностных полномочий. Это один момент. Ну и второй момент, который я бы хотел очень важно проговорить в контексте прозвучавшего. Вы знаете, отчасти журналистика, она должна быть сопряжена с умением называть вещи своими именами. Так вот, если называть вещи своими именами, то я просто хочу нам всем напомнить. Крым – это украинская территория и украинский регион, который оккупирован российским государством. Российское государство является государством-оккупантом, которое не имеет легитимно признанных международных границ. Ни одна страна в мире, включая Беларусь, не признает российский статус Крыма. Крым является, безусловно, только и исключительно украинской территорией. Люди, которые живут на территории полуострова, это граждане Украины, плюс граждане страны-оккупанта, которые незаконно пересекли границу и приехали на территорию украинского полуострова. Наш слушатель таким образом является либо гражданином Украины, либо гражданином страны-оккупанта, который после 2014 года переехал на территорию украинского полуострова. Поэтому просто посмотрите на себя в зеркало и вспомните, кем вы на самом деле являетесь. Никакой другой реальности, кроме той, что я описал, нету. Россия может рассказывать все, что угодно, но она просто пытается легитимизировать собственное преступление, совершенное в феврале-марте 2014 года. Можем после этого двигаться дальше. Можем двигаться дальше, и нам не дают перейти к половцам, в общем-то, потому что есть еще звоночек телефонный 8 810 06 926. Для нас наш слушатель, это самая главная составляющая эфира «Радио Крым Реалии». Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, как вас зовут, и, если можете, откуда вы нам звоните, ваш вопрос или комментарий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я звоню из Крыма. Можно говорить? Да, вы в эфире, можно говорить. Приветствуем вас. Алло, здравствуйте. Я очень рада, что вообще, что в Киеве существуют такие свободные люди, как вы. Мне очень нравится ваша программа, мне очень нравится ваша точка зрения. И спасибо вам огромное, что вы работаете, вы свободные, вы улыбающиеся люди. Я верю, что когда-нибудь Крым и жители Крыма станут добрыми, любящими друг друга люди, свободными, которые будут любить себя, во-первых, а потом уже всех жителей окружающих. Понимаете, здесь много людей в Крыму, которые боятся говорить вещи, называть своими именами. Ну, просто это какая-то ложь, я не знаю, это или запуганный народ какой-то, не любящий народ друг друга, соседи ругаются. Ну, в общем, я не знаю, я верю в то, что все-таки мы станем свободными скоро, и вот это произойдет очень скоро. Я в это верю. Спасибо вам огромное, благодарю, что вы есть. Спасибо вам огромное за такой звоночек, спасибо огромное за добрые слова, и, конечно, то, что вы сказали про, в первую очередь, отношение к себе, любовь к себе, это важная вещь. Вы как коуч, так знаете, в нашем эфире маленький мастер-класс дали. Да, спасибо большое всем, кто звонит. На самом деле, любой хороший, качественный эфир, он всегда ценен любыми мнениями, которые в нем звучат, и критическими, и вот мнениями, которые поддерживают, поэтому хотим сказать, я лично хочу на правах гостя этой студии, не ведущего, ни в коем случае, поблагодарить обоих крымчан, которые нам дозвонились, и тех, кто критикует, и тех, кто, соответственно, нас поддерживает. Спасибо вам большое, берегите себя и сидите дома, потому что карантин, вирус не щадит никого вне зависимости от политических пристрастий. Да, мы, несмотря на то, что находимся в студии, соблюдаем расстояние и, в общем-то, дезинфекция разная, поэтому все спокойно. У нас эфиры в основном проходят 1 на 1, ведущий сидит в
студии и позволяем только с Павлом Казариным себе, в общем-то, вот такие вот, но безопасные эфиры. Я также должна отметить, что наконец-то мы все-таки должны поговорить о половцах, да, потому что это в контексте того, что ты тут тоже говорил, отвечая на вопросы, это очень интересная штука, которую уже обсмеяли многие в соцсетях, много крымчан высказались на эту тему, в России на это отреагировали. Вот это вот собрание Владимира Путина с главами, с руководителями разных российских регионов, он закончил такими словами напутствия, подбадривающими, и, в общем-то, ну, он рассказал, как победить коронавирус, наверное, в некотором смысле. Давайте послушаем. Дорогие друзья, все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу, коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Вот так вот. И тут, конечно, просто очень много картинок, мемов и прочего. Это очень забавно понаблюдать. Вопрос, Паша. Владимир Путин не знает историю? Или Владимир Путин продолжает перекручивать какие-то исторические факты? Владимир Путин является обычным, самым заурядным чиновником, которому пишут выступления его спичрайтеры. И нужно это понимать, что да, то есть любой человек, который выходит на заседание, вот у него там есть какой-то набор материалов, которые ему готовят там помощники, да. А если это выступление, ему либо полностью выступление пишут спичрайтеры, а он одобряет или не одобряет, либо какие-то тезисы набрасывают. Поэтому Владимир Путин самый заурядный человек, который ничем в этом смысле не отличается от любого другого Акакия Акакиевича, да, что в России, что в любой другой постсоветской стране, что по всему миру. Тут любопытный момент другое. Вы же обратили внимание, вот эти воспоминания половцы, уже ленивый только не высказался на тему того, что спичрайтер у Владимира Путина очень ленивый. И он просто взял и переписал исторический анекдот. Есть такой исторический анекдот про знаменитого российского адвоката Федора Плевако, который в конце 19-го, начале 20 века защищал самых разных людей в публичных прениях. И есть такой исторический адвокат, когда он якобы защищал, Федор Плевако, в начале 20 века старушку, которая украла чайник, и вот он тогда заявил, что много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее более чем тысячелетнее существование. Печенеги ее терзали, половцы, татары, поляки. Все вытерпела, все преодолела Россия, но теперь старушка украла старый чайник, этого Россия уж, конечно, не выдержит и погибнет безвозвратно. Я не знаю. Дело в том, что это действительно исторический анекдот, потому что вполне может быть, что из-за старушки, которая украла чайник ценой 30 копеек, никаких судебных прений на самом деле не было. А судебные прения были в начале 20 века по масштабным делам, там, не знаю, об убийстве или что-нибудь такое прочее. Вот. Но сам анекдот, он существовал такой. Возможно, спичрайтер либо решил постебаться над своим патроном и зашифровал ему выступление. Вот половцы терзали и печенеги из этого анекдота, просто скопировав. Либо просто у человека где-то в голове вот эта вот фраза вот болталась, а он решил ее, соответственно, выплеснуть на бумагу, забыв о том, что он в этот момент невольно цитирует расхожий анекдот, и что он обязательно своего патрона, то есть российского президента, поставит под, град уничижительной критики. То есть ты не допускаешь возможности, что это, потому что подумать себе, представить себе, что спичрайтер может позволить себе таким образом подшутить над российским президентом, странно как-то, это для меня. И второй момент, что это какая-то ошибка, тоже странно, потому что там наверняка далеко не глупые люди работают. А в то же время все-таки еще раз напомнить о величии страны, которой не было на момент, в общем-то, печенегов и половцев, понимаешь? Но это же просто зато красивое название, ярко звучит, и мы уже победили, это все в духе, в общем-то, победы. Тут есть одна особенность. Дело в том, что любое решение, любое событие очень часто, оно полимотивационное. То есть, когда мы вот задаем себе вопросом, почему Владимир Путин решил оккупировать Крым, там существует как минимум 15 ответов.
И ни один из них не противоречит другому. Владимир Путин решил оккупировать Крым для того, чтобы попасть в российские учебники истории. Владимир Путин решил оккупировать Крым, потому что он счел, что Майдан — это спецоперация Запада против него, и Крым был такой способом нанести ответный удар. Он решил оккупировать Крым для того, чтобы маргинализировать российскую оппозицию, которая после этого действительно маргинализирует. Он решил оккупировать Крым для того, чтобы отобрать повестку у российских ультраправых националистов. Действительно отобрал. И так далее. Я могу перечислять дальше. Ни один из вариантов ответа не противоречит предыдущему, потому что многие события происходят в силу ряда причин. Ну, условно говоря. И люди не роботы, то есть нет единой причины, по которой мы поступаем так. Обычно это совокупность нескольких. Мы никогда не узнаем, по какой причине спичрайтер вставил этот абзац про половцев. Было это сознательная ошибка, было это троллинг замаскированный, или это была такая вот не самая удачная попытка подчеркнуть российское величие и так далее, и так далее. Мы никогда уже не узнаем ответ на этот вопрос. Но вся эта история, она, скорее всего, если попадет в учебники, ну, в какие-то, если мы ее и будем гуглить, то уже мы будем вспоминать эту историю с Плевака, с этим историческим анекдотом, связанным с Плевака, о том, что Владимир Путин в этот момент, ну, как бы повторил историю как фарс и так далее, и так далее, и так далее. А по поводу того, от чего там ведет свое существование Россия, там была она на момент половцев или там печенегов и так далее. Ну, в рамках российской историографии Россия ведет свое там начало от Киевской Руси. И она точно так же пытается оспорить права Киева на Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и так далее, и так далее. То есть, условно говоря, пытается сказать, нет, это наши, а не ваши. Ну, в рамках этого, как бы, описания реальности, она, как бы, считает, что с печенегами и половцами билась. В рамках украинского описания реальности там никакой России рядом не стояло. У нас есть звоночки, но перед этим позволю себе, есть на сайте Крымреалии подбираются такие, знаешь, разные комментарии крымчан в соцсетях, и вот Дмитрий Агафонов написал: «Выйду на улицу, солнца нема, печенеги молодые свели меня с ума, выйду на улицу, гляну на село, половцы гуляют, и мне весело». Да, печенежки Газдепа. Вот, кстати, очень хорошо. Да посмотри, много мемов. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. Напомню, что в студии у нас Павел Казарин. Добрый день. Добрый день. Амфитеатров Алексей, уроженец Крыма, живу сейчас в Киеве. Хотел поддержать Павла и Екатерину, потому что считаю, что ваша передача одна из таких самых сильных. И вам спасибо большое. Павлу единственный совет: сложно не метать бисер перед такими людьми, которые задавали вопросы про величие Путина, поэтому держитесь. Хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что будет после возвращения Крыма в лоно Украины? Как надо будет ассимилировать наших граждан, плюс понаехавших, и плюс тех же половцев и печенегов, которые останутся на территории Крыма? Спасибо вам большое за вопрос. Хороший вопрос, на который очень сложно сейчас дать какой-то ответ. Вот понимаете, человек, который в 80-м году думал о том, что будет, когда, например, Литва обретет независимость, он мог только догадываться о том, какими событиями будет сопровождаться обретение, например, Литвой независимости. Потому что обретение Литвой независимости сопровождалось, по большому счету, развалом Советского Союза. Оно произошло чуть раньше, а вслед за этим Советский Союз распался. Да, бросал московское руководство бронетехнику и армию в Вильнюс, пыталось каким-то образом противостоять. Но, условно говоря, в 80-м году дать ответ на вопрос, что будет после обретения независимости Литвой, было чрезвычайно затруднительно, потому что для того, чтобы Литва получила независимость, требовалась всего самая малость – разрушить империю зла, разрушить одну из двух мировых сверхдержав, которая обладала самым большим ядерным потенциалом на планете и могла действительно устроить ядерный апокалипсис. Так вот, я, честно, исхожу из того, что при Владимире Путине во главе российского государства никакого пересмотра преступлений 2014 года не будет. То есть Россия будет упорствовать в своем преступлении, объявлять Крым российской территорией, а не украинской. И вполне возможно, что любые подвижки в этом направлении будут уже после того, как Владимира Путина на посту российского президента не будет.
И тут мы попадаем в зону турбулентности и неопределенности. Мы, не знаем, при каких обстоятельствах Владимир Путин лишится своей должности, будет ли это какая-то естественная в рамках закона кадровая ротация, или это будет какой-то государственный переворот, или это внезапно случится по состоянию здоровья, или это произойдет из-за какого-то российского потрясения нового 91-го года, который случится из-за экономического кризиса глобального, из-за того, что Российская Федерация не перенесла там и коронавирус, и там карантин, или цены на нефть упали каким-то радикальным образом. То есть мы не понимаем, при каких обстоятельствах произойдет смена власти в России. А именно эти обстоятельства, они будут в значительной степени определять сценарий развития событий внутри самой Российской Федерации, ее уязвимость перед внешними факторами, ее зависимость от западных кредитов и так далее, и так далее, и так далее. И в результате всего этого тот формат переговоров, при которых, соответственно, будет идти речь о восстановлении, о возврате Российской Федерации к своим международно признанным границам образца 2013 года. Павел Казарин в нашей студии. У нас есть еще один телефонный звоночек. Паша, ты сегодня прямо очень популярен. А тут главное интересно, что, понимаешь, заступаются за нашу программу и поддерживают так сильно. Вы знаете, мы ни на кого не обижаемся никогда. Может быть, сейчас будут ругать. Безусловно, мы, в общем-то, работаем как есть. Видите, поэтому давайте принимать звоночки. Вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. Здравствуйте. 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 Я в эфире, да? Да, вы в эфире, говорите. Алло. Здравствуйте. Я человек уже возрастной, я могу назвать Паша, просто отчество не могла запомнить. Вот я слушала вашего ведущего. Да. Вот я слушала вашего сейчас ведущего. Да. Я не знаю, я понимаю то, что каждый человек рождается, бывает физик, бывает химик, бывает астролог. А мы все одинаковы, только физиологически. Но физиологически. Вот, что я хочу сказать. У нас президент, он большой страны. Он очень человек такой, наверное, рождается, наверное, раз в тысячелетие. Он умный. Он очень уважает людей. Он живет для людей. Такую жизнь никому не позавидуешь, как у него. Так что, Паша, я вас прошу, не надо, у вас тоже есть президент, у вас тоже непорядков много. А я сама вам звоню с Крыма. Что я хочу сказать? Мне было 13 лет, я приехала, сейчас мне 67 лет. Вот такую нищету, как мы при Украине прожили. Поверьте мне, я никуда, ни туда, ни сюда. У меня братья, сестры оставались на Украине. Невозможно, проехать. Я уже возрастной человек, мне тяжело. Ну, что я хочу вам сказать. Сейчас мы живем, поверьте мне, мы хорошо живем. Пенсии у нас хорошие, но не во всех. Кто как трудит. Пенсия на БАМе сколько проработала, на северах. Да, а никто не работал. Или сидел на бюджете. Конечно, но откуда? Что у вас, что у нас? Вы понимаете это. Вы знаете, о чем хочу попросить? Вы же молодые, хорошие люди. Вот вчера мне ведущие понравились, знаете, мы про коронавирус поговорили, вы правду все рассказали, что случилось в Армянске. Да, это так, как вы рассказали, я прям удивилась. Но сегодня не понравилось то, что вы нашего президента... Спасибо за мнение. Мы поняли идею. Ну, слушайте, я просто вам хочу напомнить одну простую вещь. Все люди, они равны в своих гражданских правах. Ваш президент, да не ваш, российский президент, если вам в Крыму выдали российский паспорт, это не делает вас в глазах всего мира гражданином Российской Федерации. Это оккупационный аусвайс, который признает только Российская Федерация. Нигде в мире вы с паспортом Российской Федерации, с крымской пропиской вас за российского гражданина считать не будут. Так вот, вы можете любить Владимира Путина,
в соседней Российской Федерации есть люди, которые любят Владимира Путина, ради бога. Вы можете не любить Владимира Путина, потому что в соседней Российской Федерации есть люди, которые не любят Владимира Путина. Вы можете считать Владимира Путина каким-то альтруистом, бессребренником, который вот 20 лет себя вот, значит, приносит в жертву Российской Федерации. А вы можете считать его вором, который 20 лет обворовывает Российскую Федерацию, и все его окружение стало миллиардерами долларовыми. Все подряды в Российской Федерации отдаются только угодным чиновникам, которые вот как бы принадлежат к этой властному кооперативу, который из окружения Владимира Путина и воруют у вас миллиардами. А вы просто, наверное, смотрите российское телевидение и полагаете, что все эти люди искренне о вас заботятся. Ну, это же, простите, ну, это же настолько очевидные вещи. Ну, ладно, бог с ним, что там говорить. Если человек не хочет знать правду, он не будет знать правду. Если вам комфортнее, я думаю, что российский президент вот 20 лет находится у власти только для того, чтобы у вас пенсия была, чтобы вам пенсию хватало на соли, спички и продукты питания, ну, вот, ну, верьте в это, что я могу поделать. Спасибо всем нашим слушателям за ваши звонки. Я напомню еще на будущее номер телефона 8 810 06 926. И напомню расписание наших прямых эфиров, чтобы вы дозванивались с понедельника по пятницу. Утром мы начинаем в 8:00, день мы начинаем в 13:00 и вечернее шоу в 18:00. И мы не успели обсудить все темы, и на самом деле это ок, потому что у нас есть еще вечерний эфир. Эльвина Сидбулаева, моя коллега, будет говорить о деле против и в угрозах в отношении Мустафы Джемилева в связи с маршем, который должен был состояться 3 мая, маршем, который организовывал Меджлис крымско-татарского народа. Но Павел Казарин в этой студии, крымский обозреватель, сегодня был, и было это хорошо, потому что было много звонков. Я меряю также эфиры вот таким образом. И вы знаете, наша слушательница вспомнила об эфире про Армянск. Действительно, есть темы, которые очень сложно сделать и очень сложно найти, докопаться вообще до истины, потому что наши редакторы обзванивают и пытаются дозвониться управленцам главных городов, например, да, не получают ответы, но пытаются дозвониться, чтобы узнать истину. Или, во всяком случае, официально какие-то заявления, что же происходит. То есть ежедневно, чтобы сделать эти 3 эфира в день, работает не огромная команда, конечно, но вот команда людей, которые прозванивают, дозваниваются, пытаются узнать реально факты, что происходит. Потому что мы с вами должны быть в курсе. И если нам с вами чего-то не договаривают, надо в этом разбираться. И представьте себе, что у нас получается это делать, как, в общем-то, признались в этом наша аудитория, несмотря на то, что мы базируемся на материковой части Украины, в украинской столице. И, конечно же, надеемся, что корпункты и офис радио Крым Реалии будут открыты и будут работать в Крыму. Этого бы очень хотелось для того, чтобы информацию, во всяком случае, мы быстрее добывали для вас, и чтобы мы были в курсе всех этих дел. С вами радио Крым Реалии. Павел Казарин, крымский обозреватель, был в этом эфире. Катя Некреч этот эфир провела, в общем-то, имела честь задать несколько вопросов Павлу. Вот, поэтому спасибо тебе огромное. Спасибо, Катя. Спасибо нашей аудитории в Фейсбуке и на Ютубе. Очень много, за 500 зрителей только в Фейсбуке, да, и несколько сотен зрителей в Ютубе. Очень много комментариев, но я всегда призываю вас звонить в эфиры, чтобы ваш вопрос или ваш комментарий, он непременно прозвучал. 8 810 06 926 и 648 АМ. Средние волны, где вы можете найти нас. Берегите себя. До встречи.